Ну что, мои братья и сестры абхазы, вот и настало то время, о котором мы вам так долго говорили. Не то, что говорили, на блюдечке преподносили всей нашей командой. О том, что вас готовят к полному поглощению, к полной дискредитации. И сегодня у вас уже отбирают ваше мнение, ваше право на существование и какую-либо свободу. И это началось буквально несколько дней назад. А мы вам об этом говорили. Только вы нам на все на это отвечали грубо, в грубой форме, и мы лжецы были, по вашему мнению. Но давайте посмотрим, что происходит на самом деле теперь. Слушайте. В центре Сухума открывается бэк-офис Москвы. Там будут, естественно, заседать все кураторы Абхазии. Эти люди будут участвовать во всех важных сферах жизнедеятельности Абхазии. И отныне все важные, повторюсь, все ключевые моменты будут приниматься не в самой Абхазии, а по указке извне. Политические процессы, экономические процессы, выборы депутатов – все будет под контролем извне, то есть Москвы. Абхазская молодежь становится заложником данной системы. Вместо будущего ей навязывают зависимость и закрывают весь взгляд на альтернативное мнение, то есть ограничивают от социального мира. Я, конечно, уверен, что сейчас появятся многие люди со стороны Абхазии, которые будут говорить: нет, ты не прав, ты опять все выдумал, это помощь, это поддержка со стороны России. Но нет, ребята, это не поддержка, это изоляция, управляемая извне. Тут важно понять, под лозунгами помощи приходит планомерное разрушение последних остатков самостоятельности. Ну а раз вы сегодня молчите, то значит вы готовы уже к тому, что завтра, послезавтра Абхазия превратится в вакуум, без права на какую-либо помощь, без права на собственную самобытность и без права личного мнения.